Здравия желаю, господа и комрады. Вы на канале Морпеха. Сегодня мы поговорим об обрезке деревьев и немножко о побелке. Хочу вот вам показать, как я обрезаю деревья все время. Я не претендую на роль последней инстанции. Ну, может, кому-то понравится, может, кто-то возьмет на вооружение. Пожалуйста, прошу подписываться на канал, ставить лайки и особенно писать комментарии. Вот как вы все знаете и со школы, и из жизни, что дерево состоит из корневой системы, потом корневой шейки, штамба или нижняя часть ствола, скелетных ветвей, потом подскелетных ветвей и центрального проводника или верхушки. Вот. При обрезке надо придерживаться следующих таких постулатов или основных направлений. Первое. Убираем всю поросль. Вот. Поросль у ствола. Потом на стволе побеги, которые растут ниже скелетных ветвей. Потом все больные, сухие, эти самые побеги или ветви, или сучья. Ну, обычно ветви говорят. Потом растущие вовнутрь. Вот видите, можем показать. О, вовнутрь, вот вовнутрь растущие. О. Потом трущиеся между собой. Например, если бы это вот была, тоже убирается. Потом следующие, конкурирующие. Вот, например, был этот самый ствол, он рос вертикально вверх, дал прирост больше, чем метр. Где-то 1,20 м, 1,30 м. Я и перевел его больше бойде на эту горизонтальную, на следующий год это убираем. Вот на горизонтальную ветку. А будем ствол, как бы центральный проводник, формировать вот здесь. Вот, будем формировать. Так что это мы переводим с этой вот на эту ветку. О, и будет потом на горизонтально одна и вторая. Эти будут удаляться. Вот. Потом также волчки, которые я посрезал. Вот они... Видите, можно видеть вон на груши, какие сверху вертикальные, а надо запомнить, что на таких волчках только до 10% может быть плодов. Остальное идет, в основное плодоношение идет на горизонтальных ветках. Вот видите, мы видим, вот здесь вот, цветочные или плодовые почки, вот здесь цветочные или плодовые почки, или так. Вот, например, это вегетативные, листовые. Вот, можно сказать. Вот, чудово. О. Ну, я сел так, можно было ближе, но хотел вам показать, могу отъехать. Так что, вот, орех я не резал, потому что я вот ту яблоньку резал, и когда взял сучкорез, поднялся, стал, левая нога выстрелила, и я слишком навзниче прокинувся, ударився об доску и разбил локоть об керамзитобетонный блок. Я там снимал, пришлось съемку прекратить, и вот решил переснять на другой день. Сегодня у нас праздник, Благовещение Господня или Звестование Божие. Поздравляю всех католиков и православных с большим весенним праздником и святом. Так что вот как-то так. Яблонька, яблонька, яблонька. Вишня еще раз и 3 черешни. Они, я же говорил, уже сильно подмерзли. А так бояться не надо. Поросль, ветви до скелетных ветвей, еще раз проходим. Больные или сухие, потом смотрящие вовнутрь кроны, вон то, вон следующее.
Видите, повырезавший. Режем на кольчатку, чтобы все запомнили. Во, кольчатка у каждом, вот, самое, отростку, у каждой ветви есть вот такие утолщения, и надо резать без пеньков. Все повторили. Потом этот самый, волчки, конкурирующие этой, некоторые можно удалять, конкурирующие полностью, а некоторые даже подрезать на этот год, чтобы они дали побеги. Вот я тоже конкурирующий пошел. Раз. И главное резать конкурирующие, когда растут, на наружную почку. Вот видите, косым срезом. Можно на копытца резать. Вот югославский прием. Вот. Можно, видите, вот копытца есть. На это можно резать. Так что ничего сложного нету, бояться не надо. Пришли, походили, если что, нервы чуть-чуть прошлись, успокоились, и все будет гуд. Пришлось потом все сучи убирать, сжег я у печки, там у кабинете. Потом этот самый, ну и побелили. Конечно, мне, как инвалиду первой группы, вообще это очень сложно. Ну, что делаешь? Никто, кроме меня. У меня такой жизненный постулат. Сейчас вам у ленточку надо еще вот будет резать Барбары Стунберга. Вон вам крокусы просматриваются. Просто на камеру стал записывать, не знаю, что с камерой сделалось. 3 раза дубль робил. И приходите, через минуты 3-4 отключается. Буду разбираться. Вот надо по доломитку унесли. Надо будет фрезеровать огород. Тут были у нас сидераты. На зиму мы не скашивали, там убрали. Ну вот. Клубника растет, ландыши себе прекрасно, там розы подрезали, все у нас гуд. Короче, побелили специальным составом с фунгицидами против этой самой болезни, и медный купорос, и другие фунгициды уходят. Ну а приедет жена, будем опрыскивать мойкой, мини-моечкой, надо будет кроны обработать, ну это что успеем. Главное, что я провел до сокодвижения, надо до распускания, набухания почек обрезку проводить, потому что потом уже более дерево реагирует болезненно. А здесь, вот при побелке, это, я уже как сказал, против болезней, частично против и насекомых. Потом самая главная заслуга побелки стволов деревьев и скелетных ветвей – это уберечь кору от яркого солнечного солнца мартовского, от ожогов. Ну и, само собой, естественно, эстетика. Вот, еще раз показываю мою красотень. Сделано собственными руками. Вот Чима у нас постоянно со мной. Молодец. Чима! Побежала. Так, вот как-то так. И что последний раз? Не могу. Ну, видно, наверное, да. Вот, конечно, против солнца. Ну, там вот 1-я и 2-я черешня было подмерзшие. Ну, они, я думаю, реабилитируются в этом году нормально. Всем добра, не болейте. Всех поздравляю с весной. Всего вам хорошего. Быть добру. Как это не сложно, как это не грустно, но жизнь продолжается. А кому теперь легко? Всем удачи, всем пока. Аравидерчи.